Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – что хотят передать умершие тебе сейчас. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет. Кто вы, кто пришел на расклад. Человек-активист, очень активный, такой задорный, революционер. Человек, который склонен даже ломать какие-то вот так. Привыкли, так все делают. Вы не ведетесь на то, что сейчас в тренде. Вы делаете так, как вам удобно. Вы не копируете кого-то, вы имеете свою точку зрения. У вас такие четкие, ясные мысли. Очень часто, скорее всего, думаете о каких-то подвигах, чего-то нового совершить, оставить след в истории после себя или оставить что-то после себя. Человек, который талантливый, думает о чем-то таком высоком. Для вас какая-то цель определенная в жизни есть, которая является именно каким-то достоянием, или на самом деле вы что-то хотите после себя оставить, чтобы о вас помнили. Это как на дереве выкорябать сердечко или свое имя, а потом приехать на это место и вспомнить, что это сделал ты. Но здесь больше, здесь намного глубже. Это то, когда это будет нужно, не просто вы оставили какой-то след и потом о вас забыли, но здесь такое, что людям пригодится или будет вот как-то помогать им в чем-то. Да, вы стараетесь для мира, для общества, для людей. Тут человек правды. Вот как он думает, так он и говорит. Вы не скрываете. И вам все равно, как на вас будут реагировать. Вам вообще, в принципе, все равно, кто о вас что думает. Здесь человек, который имеет свою точку зрения. И я тоже человек, и я имею тоже слово, так же, как и кто-то. Да, кто-то негативное мнение, кто-то позитивное. Так же и вы. Вот имеете право, и все. Так же, как и все. На самом деле вы не стесняетесь. Вы скорее человек, который может спокойно выйти на сцену. Он не стесняется, он не боится. Да и вообще, в принципе, не обязательно на сцену. Вы человек бесстрашный, ничего не боитесь. Действуйте, больше опирайтесь на интуицию, не на интуицию, а на голову. Действуйте вот конкретно, если действуете. Влюбчивы вы. Вы быстро влюбляетесь, и вот бывает еще такое, что вы влюбились, проходит какое-то время, а потом вы смотрите на этого человека и понимаете, почему я в него влюбилась. Вот, знаете, бывает такая легкая, нахлынет на вас чувство влюбчивости. Любите также влюблять в себя. Вы любите нравиться обществу. Это и есть. Вас это поощряет, и вас это мотивирует скорее становиться лучше. Благодаря обществу, социуму вы стали лучше. Благодаря вообще каким-то жизненным моментам вы улучшаетесь, вы растете. Здесь человек на самом деле на чем-то останавливаться не собирается. Здесь еще показывают вас, как будто бы вы в каком-то, вы знаете, находитесь сейчас на пике чего-то, вы чувствуете. И вы вот делаете что-то, и вы понимаете, что вы это делаете правильно. Также человек, который, возможно, выполняет какую-то работу, вкладывает всю себя, всю свою душу, все свое, даже, я бы сказала, настроение. Часто при хорошем настроении у вас очень все хорошо и замечательно получается. И вы человек, которому идет смеяться, улыбаться. Да? Улыбка вам к лицу. Ну а кому она не к лицу? На самом деле здесь, когда смотрят вот на вашу улыбку, здесь нет какой-то фальши. Здесь, когда смотрят, когда вы или смеетесь, или улыбаетесь, вот кому-то, даже незнакомому человеку, может становиться от этого лучше или приятно смотреть на то, когда вы смеетесь, улыбаетесь. В принципе, здесь могут смотреть экстраверты или люди, которые между экстравертами и интровертами, но в большей степени здесь перекачивает на
экстраверта. Любите вы общество, компании, любите новинки, любите вы быть в центре каких-то событий. Также вы человек, который, возможно, очень хорошо зарабатывает, или у вас такие идеи все о заработках, или можете придумать какой-то новый вид заработка. В любое время, в любой час вы всегда найдете какую-то нишу для себя, на чем можно зарабатывать. Также вы человек, скорее, который сейчас о чем-то может сразу же одновременно думать, то есть о том, много мыслей о чем и одновременно, то есть в одну минуту даже, да, вот как-то так. Вы засыпаете сложно очень. Возможно, даже кто-то засыпает и с чашечкой горячего кофе. Не все, но вот да, есть такие здесь любители ночью попить кофеечка. Вы вообще человек компанейский, общительный, но у вас есть личные границы. Коммуникативный человек. Вы входите в общество не для того, чтобы с кем-то дружить, а для того, чтобы чего-то знать или подчеркиваете для себя что-то, откладываете для себя какую-то информацию нужную. Также здесь человек, который вот даже смотрит видео, он смотрит не просто видео, он хочет из этого извлекать какие-то выгоды для себя, да, чему-то научиться, возможно, или же какие-то советы. Дам я вам сегодня совет. Также вы человек, скорее склонный делать больше чего-то руками. Может быть, даже, я говорю, у вас еще и творчество. Чего-то вы там делаете, лепите, рисуете, красите, вяжете и так далее. Ваш талант будет вознагражден. У вас есть определенный какой-то главный или прям, талант, ваш талант, хочется сказать. Вы можете много что делать, но вот определенно есть что-то ваше или ваш какой-то, знаете, как почерк. То есть если вы рисуете, то тут определенно какой-то стиль. Да, все картины будут похожи друг на друга по стилю. Здесь есть, я бы сказала, еще такая цепочная вот эта вот конкретика, да, в плане того, что вы не действуете наобум, вы действуете скорее подумав, рассчитав все. Имеете план, понимаете? Просчитываете все. Я вам скажу, вас любят, вас в большинстве случаев очень люди любят и ждут, возможно. Вы человек такой, я говорю, компанейский, очень теплый и приятный, притом такой задорный, позитивный. У вас такой склад ума, я бы сказала, шедевр, да, вы постоянно чего-то выдумываете интересного, и вы можете даже кому-то такие и советы давать, у кого-то даже глаз на вас кладется и берут, может быть, что-то от вас, может быть, копируют, пародируют, да, и так далее. Ну, копируют в большей степени, пародируют, это к этому скорее не относится. Здесь, знаете, вот как бы кто-то вам когда-то, или вы гадали на гуще кофейной, может, да, быть, или вам кто-то гадал. Но однозначно вам это скорее может даже быть интересно, когда вам что-то читают на картах. Вообще любите какую-то такую мистику, потаенный вот этот мир невидимый. Кто-то здесь совершает какие-то практики, может быть, даже в детстве могли совершать что-то вот по типу вызвать бабку, писателей и так далее. Но также человек, который очень часто смотрит на себя в зеркало. Когда вы смотрите на свое отражение, могут думать, что вы себя очень сильно любите. Знаете, вот такая, которая дальше носа вот ничего не видит, она только смотрит на себя. На самом деле вы везде. Вы везде, вы человек, которому все вокруг интересно. Здесь есть какая-то доля любопытности. Притом вы смотрите на себя, может быть, даже здесь, знаете, что проходить. Момент доводите чего-то до идеализма. Или лицо, или волосы, или руки, там чего. Да, или, в принципе, всю свою внешность. Есть такое стремление к какому-то идеализму. Хотите быть, возможно, как кто-то, может быть, даже учитесь этому. Здесь кто-то, может быть, занимается или связан с красотой, с внешностью, а у кого-то здесь именно духовное что-то направление. Это может тоже быть и
люди, которые, возможно, занимаются какими-то практиками, увлекаются, может быть, у кого-то как хобби интересное такое. Собирать любите камешки, смотреть на камешки. Вообще вам, я говорю, вам все интересно в этом мире. Особенно то, что скрыто или то, что запрещено. Вот это вот для вас. Вам это интересно. Скорее даже смотрите запрещенные книги, не смотрите, а читаете запрещенные книги, литературу или запрещенные фильмы. Вам интересно. Любите заходить в потаенные двери. Человек, который, хочется сказать, поругался с прошлым. Может быть, ссора была какая-то. И знаете, для вас до сих пор висит это в воздухе. Возможно, есть какой-то внутри еще камень после этого прошлого. У кого-то, может быть, даже был разъезд, развод, да, или вот отношение такое, когда вы что-то покинули, но с таким сердцем, когда еще сердце зато держалось что-то. Было больно. У кого-то здесь момент какой-то именно потери кого-то, чего-то, да, и вот вы после этого, скорее всего, собирали себя по кусочкам. Момент возобновления, вы сейчас возобновлены, вы сейчас по-другому думаете, но все же вы смотрите на то из прошлого или вспоминаете часто. Есть какая-то, хочется сказать, скелетик в шкафу, в том плане, что для вас это вот висит как клеймо какое-то, которое есть, но не стереть это, понимаете? Оно всплывает иногда в воспоминаниях. Иногда думаете, правильно ли я в чем-то поступила, сделала. Все, что было сделано, оно должно было быть. И однозначно здесь есть цепочка. Почему это все было сделано и произошло. Просто очень хорошо подумайте, почему это произошло. Здесь я бы еще сказала о вас, что вы человек, скорее, который может заниматься учительством или учить кого-то чему-то. Также вы человек, может, который даже давать какие-то такие четкие рекомендации. Или же если бы вы, например, открыли канал, учили бы чему-то, то это было бы доходчиво и ясно. Да, или была бы сама такая главная суть, структура прям до четкости, до, я бы сказала, самый концентрат, а не вода, понимаете? То есть было бы людям все доходчиво, ясно, четко. И человек, который скорее вот умеет конспектировать или же вот сокращать что-то. Сокращать огромный текст. Из этого делать, на самом деле, выводить именно самое важное. Конспект. Так, хорошо. Человек, который еще, возможно, сейчас на сегодняшний день очень много работает, бывает даже перерабатывает. Тут показывает страстную женщину, горячую, активную, быструю. За вами очень сложно угнаться, за вас нельзя опередить. Вы впереди планеты всей, бежите вперед. Торопитесь, активничайте. Возможно, даже, я бы сказала, устаете еще от этого, но все равно действуете. Вам жизнь давала очень много возможностей. Не все возможности, конечно же, вы взяли, но для себя из некоторых возможностей или некоторые возможности вы превратили во что-то более актуальное, более важное в вашей жизни. Вы знаете, скоро, скорее всего, у вас с глаз спадет какая-то пелена, чего-то вы можете не замечать. И чувствуется здесь, это может быть связано даже с отношениями, с чувствами, с мужчиной. Здесь кто-то еще путается, кто-то, причем такой, который, знаете, учит чему-то постоянно, дергает, нервный человек или человек, у которого какой-то постоянно нервный срыв, психует. Да, вот такой человек отвлекает. Или же здесь может еще так быть, что в вашей жизни может кто-то отвлекать от цели, от какой-то деятельности. Притом вы идете правильным путем. Вам слушать не надо. Вам не надо слушать даже, вы знаете, как тебе это не пойдет почему-то. Или это не твое. Притом вы это умеете очень хорошо.
И вот помните одно в этом случае, что первый блин, он всегда комом, всегда. В чем бы то ни было. Особенно если вы в этом новичок. Дальше рука набивается, но это ваше. И кто бы и ни говорил, что вам это не идет, это именно показывает, что это ваше. Вас будут отвлекать и говорить неверную информацию, что это не ваше. Здесь даже будет как несколько человек могут включиться. Хорошо, если проигрывать, давайте смотреть дальше. Что хотят передать умершие тебе сейчас? То, что ты можешь все, то, что ты гений, то, что ты талантливый очень. Знаешь, развивай свой талант. Не бросай. Главное, не бросай. Здесь даже, я бы сказала, такое переформирование может быть из-за этого таланта. Возможно, здесь кто-то начнет конкретно увлекаться именно своим каким-то талантом. И здесь вот какое-то или переформирование вообще своего режима дня, жизни. У кого-то идет даже, да, кто-то переформирует, может быть, свое жилье под что-то, может, студию сделают для пения, вышивания или еще чего-то. Не знаю, да, у каждого оно свое, но все же здесь вы будете все менять. Именно менять обстановку, может, даже кто-то здесь может идти в какой-то отдельный офис, помещение ради своей деятельности. Оно тут по-разному, но кто-то именно дома может подстраиваться под что-то свое. Да, тут такая идет деятельность, и причем упорная деятельность. Здесь будете на самом деле очень много работать над этим. Я бы сказала, опять-таки, первый блин комом, но вы будете добиваться. Выкинете этот блин, да, сделайте новый блин. То есть вы будете добиваться вот этого идеализма какого-то, довести все до идеального состояния, все продумав, здесь даже вплоть до этикеточек и всего, если это касается чего угодно, одежды, может быть, да, или выпуска чего-то, книжечки там и так далее, брошюрки. Но здесь вы будете очень детально все четко рассматривать. Но здесь есть момент такого процветания вашего, именно вашей деятельности, да, вы будете в этом расти. Скорее даже здесь может роль сыграть родственники или ваша семья. Здесь могут сыграть даже те близкие, может, друзья, которые тоже знают в этом что-то или понимают, разбираются. Здесь, кстати, вы отовсюду будете брать информацию, просто куча источников каких-то. Здесь могут завязаться вообще новые какие-то партнерства с кем-то. Вы будете с кем-то общаться о своих делах, о своей деятельности. Да, вы далеко пойдете. Здесь, кстати, во время рабочего процесса у кого-то может, кто одинок, быть знакомство. Этот человек будет очень сильно похож на вас или внешне, да, или по внутренним характеристикам. Даже я бы сказала, этот союз, вот кто одинок, встретит этого человека, этот союз будет очень крепким. И здесь, знаете, у вас будет общая какая-то цель, похожие взгляды. Здесь хочется сказать слово «близнецы». Но здесь в любом случае, да, есть какие-то разности у людей. Не совсем они идеально похожи друг на друга, но все же тут даже, знаете, могут быть момент того, что ваше прошлое похоже с его прошлым, точно так же было. Вы это поймете, когда вы начнете с человеком общаться, вести какой-то диалог, что вы очень сильно с ним похожи. У человека очень красивые руки, вы скажете, да, именно такие мужские красивые руки, ухоженные руки. Люди умершие именно говорят, что это ваша пара. Кстати, люди, значит, будут говорить, что вы пара. Не просто слово выскочило люди. Люди будут тоже говорить, что вы пара. Возможно, это даже как
то, что говорят умершие, что вы пара, будет передаваться вот как раз-таки через людей. Или кто-то конкретно вам скажет, что вы очень друг к другу подходите. Это прям ваш человек. Здесь также показывают, что вы как-то споены с природой, присоединены или соединены с природой. Здесь может быть даже какое-то открытое пространство, или вам нужно чаще находиться на открытом пространстве. Здесь какая-то может быть информация, именно какой-то поток, именно может прийти какое-то вдохновение, или на вашу работу будет действовать очень хорошо какая-то природа, выезды на природу. Человек показывает вас, вы будете заниматься еще какими-то юридическими вопросами, что-то менять, переформировать. Надо тут именно подстроиться под что-то, может быть, новые законы, новые какие-то правила. Также здесь будет выяснение информации о вашем деле или о ваших каких-то планах. То есть с кем-то вы будете советоваться. Советуйтесь с теми, кто уже в этом. С теми, кто уже в этом. В том, в чем вы. Скорее даже, я и говорю, тут общество будет похоже чем-то тоже на вас. Или общие интересы. Скорее, они даже тоже будут нести какую-то информацию. Вот тут, знаете, кого касается людей, у которых вот как они... Тут даже мог и диагноз быть, бесплодие, например. Да, или вы... Тут мысли, да, могут тоже еще быть, что у меня не будет ребенка. Вроде, ну, вы здоровы, но вы почему-то думаете, что не будет. Будет. Это касается тех людей, кто в детородном возрасте, кто смотрит на знакомство, например. Здесь будет и мужчина. Мужчина, вот я говорю, ваш мужчина. Вы очень долгое время будете с ним. Очень. Возможно, даже и до конца пойдете. Здесь я вам скажу, все вот эти денежные потоки, все вот это вот, оно только потом будет, но вам будет все ясно. Вам будет ясно, что это даже не вы, а вам помогают. Потому что все начнет получаться именно так, как вы заказали. Знаете, как тут может быть, что вы куда-то идете, и вам говорят, что там невозможно что-то получить. А вы пришли себе спокойно и получили это. Или скажут, что там очереди длинные. Вы пришли, и никого нет. Ну и получили при том, понимаете, что-то. Какие-то бумажки, может быть. Или сведения, в принципе, информацию. У вас будет все так даваться, как будто реально это дано, да, и вот оно идет даже налегке, все складывается, все получается. Хотела склад снять, сняла без проблем, да, и сразу же, причем нашла мгновенно, только подумав. Вот как-то так. Именно это идет на то, чтобы вы делали это, что это пойдет, что в этом есть что-то. Но здесь показывает, что деньги, оно не сразу. Если вы думаете о деньгах, о чем вы вот, да, можете думать здесь, это дело может карьера быть какая-то, да, бизнес. Но здесь не сразу все так будет, как вы мечтаете. Здесь на это нужно будет усилие, да. Здесь тоже еще какие-то люди будут присутствовать, которые связаны с вами. То есть, когда они появятся, скорее всего, у вас общая может быть даже идея, но это получится. Здесь какие-то будут даже выполнены ваши основные цели в жизни. Может быть, вы не думали об этой деятельности, да, а думали о том, чтобы я хотела бы хорошо зарабатывать, радоваться этому, обеспечивать, например, себя, детей, да, вот как-то. И у вас пришла в голову идея об этой деятельности. Понимаете? Я бы сказала, здесь человек, который умерший человек. Это человек, скорее, что-то имел или тоже был творец, творческий. Но человек здесь не бедный. Это по вашему
роду. Скорее, это материнский, может быть, род. Но это человек не бедный. Здесь показывает одиночество какое-то, такое внутреннее одиночество. Или что он делает это сам. Хорошо, смотрим еще. Здесь место имеет быть таким людям, любви, да, но таким людям именно, которые будут приходить в вашу жизнь, вы будете вот как-то, на самом деле, может быть, и думать, что мне бы хотелось с кем-то познакомиться, да, любовь, отношения иметь. Но пока я вам сразу скажу, что это будет не то, или эти варианты будут безуспешными в плане этих временных каких-то. Это временные случаи, это не навсегда, это не ваше, да, и здесь именно такие мужчины, которых надо тянуть, которым надо, хочется сказать, кашу по утрам варить. Незрелая позиция. Это временный вариант скорее для прокачки вас, для того, чтобы вы почувствовали себя женщиной, чтобы кто-то да, поухаживал. Но здесь ни о чем серьезном. Вам самой не будет что-то вас устраивать, нравиться. И даже здесь вот говорят, что на них не зацикливай свое внимание. Или вот здесь может быть такое, что да, не позвонил, не написал, и вы уже в стрессе или в переживаниях, да, в грусти, в печали. Даже забрасываете дела, потому что печалитесь из-за этого. Почему? Потому что кто-то незрелый, кто-то чего-то недопонимает или не дотягивает до вас, например, да, и вы из-за этого печалитесь. Вы должны понимать, что ваш человек всегда будет с вами. И здесь не нужно тянуть специально лямку. Ну, не мое и не мое, да, пошла я заниматься своими делами, читать книжку. Здесь потому что человек вот как насильно притягивает к себе какую-то любовь, да, насильно, я бы даже сказала, не насильно, а одевать пытается розовые очки, натягивать их, чтобы что-то рассмотреть и сказать, да, это хорошо, да, скрыть какие-то, может быть, дефекты этих отношений или дефекты этого человека, характеристики его, например, или в целом чего-то скрыть. Или он это не умеет, ну ладно, сгладим, я за все заплачу, да, сразу же. Здесь момент такой, что здесь вы будете выгодны ему в чем-то. Но вы сами, до вас дойдет, да, что все же это не ваше. И зачем, да, тянуть лямку? Здесь выходит иерофант, это человек разумный, он все четко понимает. Здесь все строится на душе, на доверии, на чем-то таком, но вы понимаете, что вы чего-то там не видите, и вы четко понимаете, до вас, да, может, доходит такое разумление, что если я на это закрою глаза, то это повторится еще или усугубится. До вас это дойдет. Это вот как женщина познакомилась с мужчиной, да, у него 2 детей от прошлого брака, и она пишет, он постоянно туда ездит. Он и ездил, когда они познакомились, она с этим смирилась, да, но когда это стало уже реальностью, когда они стали жить вместе, и она стала психовать, она стала злиться, да, из-за этого. Но это уже было понятно, что он будет ездить к своим детям, да. Тут еще момент был того, что она даже ревновала к тому, что он посылает деньги детям, да, что он себе каким-то образом там где-то откладывает или что-то. Но при том это уже было изначально понятно, что он будет помогать той семье. Он не хочет, да, бросать своих детей, но он хочет новые отношения. И она входила в эти отношения, зная это. Вот тут вы будете уже понимать с начала, да, как это может усугубиться без розовых очков. В принципе, вы человек, вам даже говорить об этом не надо, да, здесь момент того, что вы конкретно все понимаете, вы чувствуете, иногда бывает, да, влюбляетесь, но это такая влюбленность у вас, до вас все равно потом как-никак доходит, например, что это не ваше или это ваше, да, вот вы все прощупываете, прежде чем что-то брать на постоянное, понимаете, так это назовем.
Думай о работе, о своей какой-то стабильности, о своих каких-то делах, планах, целях. Вот к этому двигайся, говорят. И все у тебя будет прекрасно. По тройке кубков, можно сказать, даже ты печалиться о чем-то не будешь, или ты не будешь печалиться о деньгах, о финансах. Здесь человек, который получает финансы, причем не маленькие, большие, да, здесь какая-то стратегия, план. Вот вы как нарисовали или как сделали коллаж желаний, так и будет. По-другому никак. В лучшем случае, я говорю, то, что ваш от вас никуда не уйдет, да, у вас будет человек, который будет рядом с вами, держать вас, вот хочется сказать, смотрите, красивая какая карта, держать вас за руку. Здесь даже, я бы сказала, вы-то и так растете, но благодаря именно состоянию вот этому любви, когда вы можете всецело довериться человеку, вы чувствуете, что вы можете довериться человеку, да, у вас еще больше энергии. Лучше выбирать то, что на самом деле ваше, а не так сойдет, лишь бы было. Лишь бы было на каждом повороте, поверьте. Здесь будете даже очень много смеяться, улыбаться. У кого-то, знаете, вот кто-то ходил, может быть, в последнее время или очень часто, да, проявлял какой-то такую свою грусть, что вас кто-то обидел, кто-то это замечал, но здесь кто-то именно тот, кто вас замечал в грусти, заметит вас именно когда вы радуетесь. Видно, что человек счастлив. Здесь показывают вас полноценную семью. Здесь даже может на самом деле быть рождение в этой семье, когда у вас будет около вас ваш человек, который держит вас за руку, которому вы можете доверять. Здесь вы находитесь, и дети здесь. Момент, знаете, у вас такой наступает, когда вы можете даже отпустить легко тот груз, который у вас есть на сегодняшний день. Здесь большие перспективы и планы на будущее какие-то строите, планы. И перспективы в этом тоже есть. То есть ваша деятельность – это не окончательное что-то, вы еще здесь будете что-то изобретать. Я бы сказала, красивое. Может, даже ювелирное или вот что-то. У кого-то здесь может быть появиться что-то такое дорогое, ценное, ювелирное. У вас будет знак. Знаете, вы можете даже видеть в последнее время, очень часто на дороге встречаются перья. Это именно подающие знаки, сигналы от ваших предков. Хотя, да, когда встречаем мы перышки, это ангелы. Особенно вот белое перо. Неважно, вы можете и черное, и серое найти. Но если вот белое перо, это вот точно сигнал ангела, что с вами ангел. Но вот здесь именно подавать будут умерший сигнал, что мы с тобой рядом в виде перышек. Около вас сейчас ходит какой-то человек, манипулятор, дьявол, совратитель, или, да, можно сказать, еще человек, который имеет какую-то хитрость или момент такого использования ради своей выгоды. Будьте аккуратны. Здесь нужно, даже я бы сказала, у кого-то момент, что кто-то кому-то начнет обращаться, или нужно обратиться, а вот у кого-то именно свернуть с пути у этого человека. Вы у него на пути, но он для вас небезопасен. Вы у него на пути. Старайтесь вот держать какую-то некую, я бы сказала, не оборону, не входить в общение, в контакт, в близкие доверительные какие-то отношения, не рассказывать о чем-то личном, потому что это не ваш близкий человек, это человек со стороны.
Это может быть коллега по работе, но это же не ваш близкий человек, понимаете? Не нужно рассказывать или делиться тем, что является вашим личным, сокровенным, особенно в вашей личной жизни. У вас будет на выбор, я вам скажу, у вас будет два чего-то на выбор, да, но и то для вас основное. Но здесь я бы сказала еще, что выбора не даются каждый день, но все же вы возьмете и один, и второй, не разом. Сначала вы выполните что-то одно или возьмете одно, а второе, вот как будет вас ждать. Это вот даже может быть так, что вам было некогда, вы куда-то улетали, уезжали, да, но в дорогу эту надо было ехать. А вот здесь подворачивается хороший вариант чего-то, квартиры, например, именно такой, который вы хотели, в такой-то локации. Ну, у каждого оно по-своему, да, проиграется, но все же и вам и то хочется, и это. Но вы знаете, это ваше дождется вас. Вам об этом не нужно переживать. Я вижу, что вы здесь будете суетиться, переживать. Вы можете из-за вот этой какой-то суеты, активности, именно быстрости, скорости, да, именно повредить себе что-то. О чем-то еще будете думать таком, что вы не успеете. Но это и есть те переживания. Вам не нужно об этом беспокоиться и переживать. Это вас подождет, вот так это назовем. Что вы приедете еще с той поездки, и эта квартира еще не продана, например, да. Это будет вот какие-то два определенно важных, крупных, или такие шансы, да, от которых нельзя отказываться. Можете написать потом в любом видео, да, под любым видео в комментариях, что это было. А на вас здесь вот как люди как будто бы ополчились, смотрите, такой заговор, да, не магический заговор, именно сговорились против вас, или же общаются, но все против настроены вас. А вам должно быть вообще на это плевать, да, не обращать на это внимания. Люди здесь пытаются строить какие-то козни, но здесь даже, знаете, вот как совершается какой-то закон. В том плане, что они бы хотели, но они не могут, потому что это или противозаконно, или за это они понесут огромную ответственность. Даже не ответственность, а я бы сказала наказание. И здесь вот какой-то такой барьер включается, вы в какой-то некой защите, давайте так назовем, да, тем самым, что по закону так нельзя, или же нельзя ущемить вас в чем-то, потому что здесь действует именно какая-то защита ваша, да, и защита, например, ваших прав личных. Но они не могут. Но здесь вот как будто бы все люди, да, вот эти, они не хотят чего-то, да, именно чтобы вы получили. У них цель есть. У них цель есть скорее на обогащение, или вот, да, тут такое может быть даже и воровство. Обокрасть вас. Но здесь не то, чтобы вам не нужно, во-первых, идти на провокацию. Вас обозвали, промолчите и уйдите. Это бесполезно. Здесь показывают также глупое какое-то поведение. Или люди глупые очень, неведомые. Вообще, скорее всего, даже люди, которые находятся, знаете, в каких-то своих проблемах, заботах. Из этого, да, что-то у людей может не получаться в жизни. Люди склочные очень, считают все до копеечки или складывают по копеечке. Здесь вот как будто бы не хватает финансов, возможно. Даже кто-то здесь из этого страдает, пытается идти даже или по головам, или на разных условиях, даже почему-то такому низменному, ради получения каких-то выгод. И поэтому это может быть воровство.
Это может быть, да, что угодно. Такое низменное, низкое чувство. Забрать у вас. Но у них не получится. У вас именно здесь стоит охрана, защита. Это ваши предки. А вот знаете, давно ли вы общались с предками? Вот посмотрите, вам прям указывают, давно ли ты общалась с нами? Может быть, даже, да, момент такого обращения. Кто-то недавно мог что-то вспоминать, но не было обращения в помощи. Знаете, если вы попросите, обязательно ваши предки вам помогут. Здесь сила родовая. Здесь, кстати, кто-то был воин. Кто-то воин, сильный воин. Ну, сильный, аж хочется сказать, до могилы сильный был, что держался до последнего. Это в вас есть то же самое. Держитесь до последнего. Уже вас будут добивать, но вы встаете, знаете, берете колтушку и идете в бой. Вот такая вы, не сдаетесь, я говорю. Вас очень сложно перебороть или в чем-то обогнать. Вам предсказывали о чем-то, и оно уже сбывается. Уходит какой-то страх, какая-то печаль, грусть, тоска по ком-то, может быть, или в принципе, да, может, по родному месту и так далее. Уходит это от вас. Уходит от вас даже какая-то... Кто-то мог воздействовать, кто-то мог сглазить, кто-то вот что-то сделал, а оно оставило на себе какой-то грязный след. Но это с вас уходит, слазит. Зависть с глаз именно, он рассасывается сам, даже бывает и без чисток, через 40 дней. Вас кто-то сглазил, у вас были финансы, шло, и потом раз, все остановилось, как обрубилось. Это с глаз. Здесь будет большое поощрение у вас в жизни в виде чувств и денег, деньги и любовь. Здесь и то, смотрите. Вы успевать будете везде. Здесь, знаете, вот вы, в принципе, такой человек, у вас в голове сразу одновременно куча мыслей, а у вас так будет в жизни. Именно, ну, с положительной точки зрения, когда вы одновременно получаете, вот смотрите, и любовь к себе, и какие-то финансы. Вы здесь одна не останетесь, это точно. Что еще хотят передать вам умершие? Не бояться, не чувствовать, вот, что я какая-то не такая, у вас все в порядке. Здесь сомнения какие-то даже о чем-то могут быть. Не сомневайтесь, действуйте, о чем вы думаете сейчас. Вам в помощь все, у вас все инструменты на столе есть. У вас, я бы сказала, даже дорогу видно. Путь освещен. Да, есть люди, которые клевещут или завидуют вам. Это может быть мужчина скорее тоже еще. Здесь не один человек. Но здесь главной персоной выходит какой-то мужчина. Мужчина, который жаден до денег, до финансов, до какой-то власти. Человек хочет быть или лидером каким-то, или Наполеоном. У каждого свое, да. Здесь такие могут быть, в принципе, наполеоновские планы или завышенная самооценка о себе, очень много амбиций. Он вам завидует, вот с точки зрения человеческой, завидует, хоть вы и женщина. Пытается сдерживать свои эмоции, не поддаваться на какое-то искушение. Здесь есть, кстати, присутствует чувство к вам. Да, что очень, очень такая, знаете, вот только поддашься, как он может считать, на чувства к вам, так вы этим воспользуетесь, он почему-то думает. Он держит себя в руках. Хоть и любит, но он сдерживает свои эмоции. Эта любовь, он говорит, к вам допекла его до чего-то, или чего-то он потерял в жизни. Также момент такого, знаете, человек устал от поиска каких-то отношений. Возможно, человек одинок. Тут человек вот как будто хотел, да, чего-то по-серьезному, но или уже не то время, или
чего-то не получается, человек не может с кем-то договориться, навязать какие-то контакты, вернее, создать какие-то контакты. То есть все вот как сходит. Что-то он профукал, потерял. Здесь истощение, нету сил каких-то. И с вами хочется, но тяжело. И других отношений хочется, но не получается. Здесь человек очень много думает о чем-то, даже я бы сказала, пошлом, и о чем-то чувственном, и о чем-то даже вот пойти в ЗАГС или жить вместе, все одновременно. Всего ему хочется: любви, ласки, сострадания какого-то к нему. Ну, вы такая, вы выросли в его глазах или при нем, да, то есть он видел ваш какой-то рост, и вы ни в чем не нуждаетесь, даже в нем. Скорее всего, вы еще такая женщина, которая: я все могу сама, я сама. Вот видит вашу какую-то самостоятельность, тем самым он пренебрегает даже тем, чтобы вам в чем-то помочь, да, вот как-то пытается обойти вас стороной, считает вас в какой-то степени женщина такая с остальными яйцами, вот так вот, которая все может и не боится даже взвешивать на себя тяжелый груз, да, именно физически, нести тяжелые сумки, толкать машину там и так далее, выкопать из снега. Вот какая-то такая вы боевая, и притом, но есть что-то осталось именно такое теплое, приятное по отношению к вам, он это вспоминает. Что-то ему было прям, ну, настолько приятно, что послевкусие осталось. Вы от него вообще закрываетесь, не хотите его видеть. Ну, не хотите, так не хотите, что о нем тогда будем говорить, да? Перейдем дальше. Здесь открываются какие-то новые двери, новые знакомства. Знакомства эти связаны с вашей деятельностью. Также здесь может быть в вашей жизни появится друг семьи. А у кого-то именно четвероногий друг. Кто-то здесь подумывает или думал, хотел, вы заведете для себя четвероногого друга. У кого-то, может быть, есть четвероногий друг, это реально ваш друг. Угу. На самом деле, как будто бы животное вас слышит, чувствует, или друг четвероногий, который у вас появится, он как чувствует вас. Это прям ваше животное. Он даже лечит вас. У кого-то здесь появятся именно деньги на какие-то нужды помощи кого-то. То есть какая-то придет скоро сумма. Это даже сумма может прийти из источников. Не какие-то, где вы ждали, а вы не ждали. Или вам что-то вернули, да вы об этом уже 100 лет забыли, когда. Ну, какая-то сумма. Кто-то здесь может и найти эту сумму. А притом эта же сумма в этом же количестве кому-то где-то нужна. И вот вы пойдете заплатите. Или кто-то попросит занять эту сумму. Или там что-то у кого-то сломалось, помочь, да, в чем-то. И это будет стоить тех же денег, которые вы или нашли, или которые к вам пришли. В принципе, здесь идет разговор о какой-то одинаковой сумме. Эта сумма как бы пришла в ваши руки, дабы вы могли кому-то этой суммой помочь. Не для вас эта сумма. Но все же, да, здесь от вас не убудет. Вам, наоборот, прибудет. Вот как раз-таки, когда к вам обратятся за помощью, именно в такой же, например, 3000, и вот кому-то именно 3000 надо, вот не хватает. Помочь. Или лекарства купить бабушке, а это все станет в 3000, понимаете? И эти 3000 как раз пришли. Здесь придет, здесь вы что-то смотрите или увидите, да, здесь может быть через интернет увидите, ну, или кто-то скажет, какая-то такая мудрая мысль, которая все же как-никак выведет вас или из тупика, или из какого-то вопроса. Вот вопрос у вас был всю жизнь, да, он касался вас, вы, может быть, искали на него ответ. Это так, как, например, разъясните мне, что такое любовь. Да любовь это все, да, вот
любовь, нет, кто-то скажет, это любовь между мужчиной и женщиной, или кто-то скажет, любовь это любовь к природе. Ну, по-всякому у каждого, да, это снова слово любовь, в принципе, всецело. До вас же что-то такое дойдет, не касаемо любви, может, даже, да, до какого-то, что вы всегда задавались этим вопросом. И как же ж, и почему же ж, и что это означает? А вот до вас через какую-то, может, даже ситуацию дойдет это. Это будет мудро, и это будет не просто, что вы получили эту информацию, а эта информация несет в себе то, что принесет вам что-то. Ваш успех, ваше предназначение, да, любовь, например, что угодно здесь, да, вот здесь в туз пентаклей может быть заложено многое что. Это может быть дом, квартира, да, или какая-то, может быть, крупная вещь, а может быть, это именно состояние вот этой любви, да, вот какое-то такое понимание к вам придет, и вы это вот цепочка, опять-таки, это обратит внимание на это. Или это ведет к этому, к вашему вот какому-то, давайте это назовем, что это изобилие. Да? Здесь может быть тарелка изобилия. Здесь показывает полный стол. Здесь у вас какой-то полный стол, пир на весь мир, да, или же какая-то, может быть, семейная посиделка, или все когда вместе собираться будете, может быть, какое-то общество. Но это приятное общество, где можно отдохнуть. Здесь может даже компания быть и из 2 человек, из 3 человек, но вы можете там отдохнуть или почувствовать себя своей. Скорее всего, это могут быть и друзья. Это может быть и семейный круг, собраться все вместе, встретиться с родственниками за одним столом. Здесь приятное времяпрепровождение. Притом это и для вас надо, это и вас и наполнит очень сильно. Это вам даст и мотивацию движения к каким-то своим целям. Я говорю, здесь все цепочно идет. Даже я бы сказала, что предки, умершие, которые, они улучшают вашу жизнь, они помогают. И, скорее всего, вы могли во сне видеть, слышать какие-то подсказки или... Да, вот как что-то такое к вам приходило, что-то вы чувствовали, приходило, или открываю шкаф, а там стоит бабушкина ваза, например, которой нету уже бабушки в живых. Понимаете, это уже столкновение с этой вазой, это уже на что-то дало вам подумать скорее. А не просто так все. Иногда бывает, копаешься в вещах, да, и раз находишь какую-то вещь, о которой ты уже давно или забыл, но это именно от этого человека, или похожее тоже может опять-таки быть, но это напоминание о нем, или он напоминает вам о себе. Вас ведут именно туда, куда нужно. Здесь, кстати, у кого-то даже кто-то по роду занимался деятельностью магии, колдовал. Здесь могли быть вот какие-то зелья, да, травы, вот чем-то таким занимался. Может быть, в принципе, травами, лечительство тоже могло быть. Вот это вот у вас прям в роду. Вы, скорее всего, можете увлекаться какими-то травками, например. Да, или вас это увлекает. Для чего лопух? Его польза и вред, например. И все, что вы не увидите природное, да, вы задаетесь вопросом, как это может, например, мне помочь или улучшить мою жизнь. Вот так вот. Но это не просто оно так. Не всем это может быть интересно. Вот. А вам интересно, потому что у вас именно по роду кто-то такой был. Я бы сказала, это еще не просто человек по роду такой был. Тут такое еще может быть, что человек ходил и, вы знаете, как... пропагандировал какую-то информацию. Или, да, здесь могла быть Библия, человек ходил с Библией, или миссионерство. Вам путь открывают, вам дороги показывают, вам пути решения находят предки.
Вы очень сильно на лицо походите на предка. Здесь может смотреть человек в какой-то степени, обладает искусством ораторства, потаенного лидера, который не любит показывать свое, может быть, лицо на показ. Не то, что двое не любит, да и не хочет. Но он умеет управлять где-то в каморке. Но управлять по-крупному. Вот как-то так, да? Да, вы человек, кстати, который идет туда, куда вас ведут предки. Это не вы идете. Вы даже, кстати, можете понимать, что зачем я, а все не просто так у вас в жизни, на слово зачем. Вы можете задавать себе этот вопрос и думать, почему я в этих отношениях была. Они ж поганые, или я терпела. Этот вопрос не просто вы задаете. И эти отношения не просто. Они для вас, чтобы вы что-то поняли. А вы поняли. Здесь даже я бы сказала, что как будто бы вашу жизнь корректировали еще до момента просмотра данного видео. Корректировали. Вы даже могли быть, хочется сказать слово бессознание, но в сознании. Понимаете, делали то, что сами не понимали зачем. Кстати, тоже похожее видео. Я сейчас вспоминаю где-то вот в каком-то видео именно вот дежавю хочется сказать, но это не дежавю. Я прям слышала эту информацию от себя, что вы делали и спрашивали, зачем я это купила, зачем я это сделала. Но руки сделали. Значит, так надо было. Вот какое-то некое такое управление вашим родом, вас. Ваш род управляет вами. Потому что вот так надо сделать. Затмить ваше сознание и сделать своими руками через вас. Иначе бы вы к этому, может быть, не одумались. Или мы подсказывали ей, она не слышала. И вашими же руками воспользовались. Для вашего улучшения, я говорю, все делается. Здесь род, вы знаете, как возлагает как будто бы надежды на вас, что вы спасете этот мир. Ну, например, я не говорю, что конкретно, а может быть и спасете, да? Царь же тоже когда-то был ребеночком, правильно? Юношей и так далее, мужчиной. Но вот здесь вот как бы вам ни казалось, что вас не слышат, вас очень хорошо слышат. Но вот вы на самом деле давно ли вы обращались лично к вашему роду? Вопрос здесь не от меня. Это уже второй раз. Что хотят передать умершие вам сейчас? Здесь выходит колесо фортуны. Здесь очень сильно скоро на пути вам что-то подфартит. Почему-то на пути. Это может быть и дорога на самом деле, или дорога куда-то. Пешком, ездой, неважно. Поедете. Но здесь очень сильно подфартит. Даже, я бы сказала, больше, чем подфартит. У кого-то может быть какой-то крупный выигрыш. Вы ставили ставки. Здесь также проигрывается, что у вас, вот хочется сказать третий глаз, но именно момент такого видения, интуиции, скорее пробудиться. Вы и так чувствуете, но чаще работаете с головой, нежели с интуицией. Здесь может быть момент того, что вы начнете работать над интуицией, пытаться чувствовать, научиться ее чувствовать. Но здесь будет именно так, что и учиться не надо.
Здесь вы начнете все чувствовать. Возможно, напрямую, прямо в лоб говорить или передавать какую-то информацию. Даже себе. Первые мысли будут обязательно верными. Давайте даже вот сейчас, смотрите, двери откроются. Здесь будет, хочется сказать, взмах волшебной палочки. Здесь вы и не ждали, и не гадали. Здесь могут быть даже какие-то непредвиденные обстоятельства, но в счастливом моменте, новости. Вот даже давайте сейчас, знаете, интуитивно проведем такую некую практику. Я достану карту, я не буду о ней сейчас ничего говорить. Вы просто сами, что вы первое увидите, почувствуете, то есть ваше. Первое. Хорошо, и не надо перематывать, вот просто первое. Второй раз, например. Вы подумали одно, но потом я перемотала еще раз. Нет, сразу же, что первое приходит. Давайте зададим вопрос, что у вас будет в будущем. Пятерка мечей. Что вы видите, особенно на картинке? Не старайтесь считывать карты, или здесь могут быть новички-тарологи. Не нужно считывать, что означает пятерка мечей. Что вы видите на картинке и какие сразу же приходят первые мысли о вашем вопросе. И также не нужно читать комментарии, кто что под видео там написал, да, копировать и так далее. Напишите вот чисто свое, чистосердечное мнение. Сейчас еще карту достану. Вот здесь вы хотите проверить свою интуицию. Король жезлов. Вот. Сейчас я буду говорить. Можете написать в комментариях, что ваша интуиция сказала. Что будет в будущем дальше? Блин, не нужно идти, вот, знаете, легких бесплатно никто деньги не дает. Без работы никто деньги не дает. Везде труд, везде. Даже легкий, но он труд. Понимаете, вот здесь наступит такой момент, когда вас подлыкает что-то, вот взять что-то, но легко. Получить это. Легким способом, да, в какой-то степени будут мысли перехитрить жизнь или какую-то ситуацию. Но это именно почувствуется вами, что вы хотите перехитрить. Вам будет казаться, вас мысли начнут уговаривать именно, что тебе за это ничего не будет, или это не страшно, это все делают так все. Здесь, знаете, легкий какой-то путь, но он несет в себе какие-то убытки. И, вот знаете, именно в тот момент, когда будет какая-то проблема, ее не получится решить. Лишь только потому, что вы выбрали, да, вот для себя, как говорится, отлежаться, например, в плане, пусть все работают, а я вот здесь спрячусь и полежу. Но деньги получу. Зарплату, например, так же, как и все. Вот здесь может прийти какие-то похожие мысли, да, вот что-то обхитрить эту систему. Не нужно пытаться этого делать, потому что здесь могут быть печальные последствия. Здесь дьявол выходит. Здесь, знаете, дьявол, он не шутит. Он обманывает. И дьявол ничего бесплатно никогда не дает. Одно дело, если бы все вышло так, да, но все равно, опять-таки, здесь через тернии к звездам, да, через труд, но здесь момент такого некого, что предложат тебе вариант легче взять что-то, да, будет возможность на что-то, это могут быть, опять говорю, финансы, что-то, но не выбирайте легких путей. Вы понимаете, что за это нужно отработать. Да, здесь, может быть, даже вы наткнетесь на какой-то
объявление, покупку даже чего-то с очень красивым рассказом или с красивой картинкой, что есть обман, а придет совершенно не то. Да, здесь может даже быть такое, что вы заказали себе кошелечек, сумочку, игрушку, да что угодно, да, на картинке было все так расписано красиво, но пришло или сломанное, или бракованное, или вообще не то, да, или очень низкого качества, а вам расписали там такую красоту и качество, и вы можете из-за этого что-то потерять. Скупой платит дважды, здесь почему-то такое еще выходит. Будьте предельно аккуратны, здесь дьявол. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. Также огромное спасибо, кто оставляет свои отзывы, обратную связь, за пожелания, за донаты, за спонсорство, за поддержку. Огромное спасибо. Мне очень приятно, что у нас образовалось уже большое комьюнити. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.